Сказочное пространство, где царит гармония и любовь. Так описывает свое детище Любовь Коригова. Все у нее растет и цветет, как по щелчку пальцев. На ее участке рядами выстроились здоровые овощи и фрукты. Здесь есть все, начиная от аппетитных томатов, заканчивая виноградом. Буряк, горький, редьку, лук, там всего понемножку, чтобы не пустовала земля. А вон там? А здесь кукурузу. Я да? кукурузу посадила, чуть-чуть уголок не капанный остался, я скопала. А так картошка, хорошая картошка. Я уже 3 ведра снохи дала. Мужу ведро выкопал, себе ведро выкопала, дочке дала ведро. Ну так и живу. Клубника мне хорошая была, арбузы растут у меня. Ее любовь к садоводству началась еще в детстве. Это чувство ей привили родители. Со временем ее тяга к природе только усилилась, и вот теперь женщина разговаривает со своими подопечными каждое утро. Она считает, что душевные отношения способствуют быстрому росту. Гусяк заболел, я так ее имя дала, Минка, и она за мной ходит, как маленький ребенок. А с растениями? И растениям тоже, и комнатные цветы я весной скажу, поливаю, чтобы они цвели, и я цвела на старости лет. Каждое растение ухожено, а животное накормлено. Для процветания своего дела женщина прилагает все усилия, и только аномальная жара стоит у нее на пути. В этих окрестностях нет централизованного водоснабжения, и ей приходится носить воду в ведрах. Зной способен убить все выращенное таким трудом. Сын купил мне бочки, привозит, и я поливаю. Вообще в такую жару без воды насколько тяжело за всем этим ухаживать? Очень даже тяжело, потому что вот поливаешь, а смотришь, солнце когда спечется, жарко, они завянут, прям душа болит, сколько труда влаживаешь, что сделаешь, еще Аллаха не принешь, что Аллах даст, уже сколько даже нету. Любовь Коригова неоднократно переезжала, поэтому здесь мы видим результат ее 4-летней работы. Выращенные овощи, фрукты и ягоды кормят не только ее семью. Часть отправляется на соленья, варенье и компоты, другой угощают родных и соседей. Сама консерванты особенно не жалуют, предпочитает конфеты, так что по большей части она старается для других. Этот год я варенье все сделала, а это прошлогоднее у меня. И огурцы эти все прошлогодние, домашние, видишь, сажала я эти тоже. Это все прошлогоднее. В этом году я еще не солила, потому что я что-то соберу, детям отдаю, чтобы они посолили, а потом буду сама солить. Поражает и разнообразие цветов. Среди них есть и те, что обладают лечебными свойствами. Золотой усь я держу дома. Она хорошо, когда десны болят. Сын постоянно пользуется с ними. О конкурсе на лучшее личное подсобное хозяйство Любовь Коригова узнала от родственников. Очень надеется на победу. Женщине нужно немного. Она мечтает перестроить свой сарай, так как места для хранения не хватает и необходимо установить новый забор. А хочется, чтобы хозяйство было не только практичным, но и красивым. Амина Зязикова, Алисхан Горовожев, Магаз 24.